С давних времен башкирский народ разделялся на ряд родовых общин. Подобно шотландским кланам, они были автономны, что, однако, не мешало им в критические моменты истории объединяться для решения общенациональных вопросов, избрания ханов или отражения внешней угрозы. Революция уничтожила древний уклад башкир, но память о нем продолжала жить в сознании народа. Поэтому, когда пала идея класса, на смену ей вновь пришла идея рода. Движение башкирских родов, зародившееся в 90-х годах прошлого века, ныне обрело новое дыхание. Вопреки опасениям относительно возрождения троеболизма, то есть реставрации родоплеменного уклада и утраты национального самосознания, изучение родовых корней не только не ведет к разрушению национальной идентичности народа, но и, напротив, укрепляет ее. В разные годы уже состоялись съезды таких родов, как Юрматы, Табын, Кипчак, Тангаур, Айле, Бурзян, населяющих севера и юго-восток нашей республики. Запад и северо-запад Башкортостана долгое время оставался в стороне от начавшегося движения, но в марте 2011 года лед тронулся. Первой ласточкой движения башкирских родов северо-запада стал съезд рода Канглы, состоявшийся в райцентре Буздяк. Келешекте мына әйттем бит тан кабатлайм. Елан ыры, кыргыз ыры кетсе, ана янәйләр дә алар борынгырулар, янәйләр бүләр, байлар алар бик борынгырулар. Келешекте мен уйлыйм инде алар үз аңына кайтар. Надежды писателя Фаниля Шарипова оправдались. 17 сентября текущего года в Краснокамском районе прошел праздник родословный Шежере-Байрам и первый съезд башкирского рода Гирей. Название башкирского рода Гирей, как и крымской династии Гиреев, восходит к названию племени Керей или Кереит, Керейт. Киреитское ханство существовало на территории Западной Монголии, Алтая и Восточного Казахстана в X-XII веках. Праздник родословный Шежере-Байрам собрал на одной площадке не только представителей башкирских родов Гирей, Еней и Кыргыз, но и представителей различных этносов республики – башкир, русских, марийцев. Всех тех, кому не безразлична история собственного рода. Мин бу шәҗәрәне бер ел элек ныклап төзи башладым. Җәне руыннан булганнар һәм шушы Мөхәммәд Газиз бабай 4-нчеләрдән булып шушы Савызбаш авылына хәзерге или яңа җәне диләр инде аны. Шушы авылга нигез салып килеп утырган. Телебез төньяк көнбатыш башкортларына керә. Чөнки без хәзер менә мин үзем укытучы кеше. Шуңа күрә хәзер телемне мин әдәби телгә сөйләштем. Безнең якта булай. Безнең, сезнең, бодау дип сөйләшү ул төптән килгән. Шуңа күрә инде мин уйлыйм инде, чыннан да без шул җәнәй руы башкортларына кергәнбездер дип. Этногенез башкирского народа представлял собой длительный и сложный процесс. Если енейцы, являясь автохтонами Приуралья, вошли в состав башкир на ранних этапах башкирского этногенеза, то гирейцы вошли в состав башкир после разгрома Киреитского ханства, учиненного монголами в начале XIII века. Последний киреитский хан Тагрул и Чингис-хан долго соперничали за гегемонию в Центральной Азии. Победил последний и стал повелителем полумира. Гиреям же была уготована иная судьба. Шушы шәҗәрәдә минем ике авыл. Ике туганым, значит, Әбелкерем мулла белән Масхаретдин мулла, берсе Бөртөк авылына килгән мулла булып указ белән, берсе килгән Мошт авылына. Алардан туган балалар барысы да яшәйләр. Күбрәк менә шушы Буян авылы тирәсендә, Бөртөк авылы, Мошт тирәсендә, Нефтекамскида. Шуннан соң минем шәҗәрәдә тагы менә нәселләр дәвамы күренеп тора. Кабан авылы, Буян авылы, Янҗигит авылы, менә шушы Герей уруыннан чыккан кешеләр илнең бу ягына чыгып, авылга нигез салганнар. Асабалы башкортлар.
На республиканский Шежере-Байрам съехались составители родословной из различных сел и городов Башкортостана. Однако были и гости из ближнего зарубежья, например, из Казахстана и Каракалпакии. Хайрулла Габжалилов является президентом историко-исследовательского центра «Алаш», издавшего уже десятки томов по истории казахских родов. Ал тарихты білмеген адам бұл массовкаға, тобырға, талпаға айналады. Тарихты білмеген адам. Бұл тарихты білмеген адамдарды управлять етуге, бұны басқаруға жеңіл болады. Шежіре байрам істеп атсыздар. Міне Керей ауылы, содан соң Жанай ауылы, және басқада өзі ұрулардың, өздерінің тойлары байрам болып, ондар жастар келіп, ақсақалдарды, үлкен аналарды сыйлап, солармен бірге мынандай байрам болып, сондай тәрбие. Бұның барлық тәрбие жастарды ұрпақ тәрбиесі. Сен кімсің? Праздник родословный или Шежере-Байрам – это не праздное времяпровождение. Он является итогом долгой и кропотливой работы по восстановлению генеалогии. А это работа в библиотеках и архивах. Біріншіден, башқұртлардың мұрат өткеніне шақырғанына жүдә қуанышлымын. Көп рахмет айтамын. Бүгінгі байрам менің үшін үлкен тәсір қалдырды. Біз өзімізді шежіре көрсетуін шөлкілбестіргенбіз телевидениеде, тарих темасында. Ойлаймын, ұруларды үйрену арқалы, қауымдарды үйрену арқалы, зерттеу арқалы, халықтың, үлкен бір миллеттің этник тарихын үйренуге болады. Жұмысларыңызға, істеріңізге үлкен табыстар тілеймін. Современные башкиры-гирейцы населяют почти весь Краснокамский район Башкортостана, а также отдельные части Илишевского, Калтасинского, Янаульского, Тетышлинского и Шимбайского районов. Кроме того, башкирами-гирейцами являются жители значительной части селений на территории Актанышского района Республики Татарстан. Видимо, это обстоятельство и породило известную коллизию, когда люди, принадлежа к одному и тому же роду, правда, разделенному административными границами соседних республик, считают себя представителями разных этносов. Гирейцы, проживающие на территории Башкортостана, считают себя башкирами, гирейцы Татарстана – татарами. Но это, конечно же, заблуждение. Гирей – башкирский род. Являясь гирейцами, априори являешься представителем башкирского народа, ибо все селения бывшей Гирейской волости связаны между собой генетически. Оғаш тамырынан нықлы бола. Шежереде бетіне шол оғаш формасында біз тамырларын білмесек, біздің келешек жігітен білгісіз. Шоңа бізге тамырларына міне ата бала айтқан бетіне жиде буын білдеген. Шоңа міне менінде шол сөзіне қуатлап, жиде буынымны білдім. Міне шошы Краснокам жеріндегі Мұшыт ауылындағы, Бүртік ауылындағы туғандар білен оралашам. Название Буртюковской тюбы восходит к имени влиятельного башкира-вотчинника Буртюка Кудабахтина, который получил оберегательную грамоту от царя Михаила Федоровича, которая была опубликована еще в XIX веке Новиковым в сборнике материалов для истории уфимского дворянства. Лето 1641 года, марта в 27-й день, бил челом государю-царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси, Гирейской волости есашные башкирцы, Бертючка Кудабахтин, Бекбовка Бесарин, с товарищи своею деревнею. Вотчина их искони век отцов их и дедов, речка Старица, гнилой Танып, от Белье реки до деревни Бертюковы вверх. Упомянутый в документе башкир-гиреец Бекбау Бесарин, а вернее Байсарин, был по всей вероятности сыном основателя Токталачуковой тюбы, так как она имела второе название – Байсаринская. Токталачуковая или Байсаринская тюба Гирейской волости располагалась на территории Актанышского района Республики Татарстан. Ныне существует 3 селения под названием Токталачук. Верхний и Нижний Токталачук в Актанышском районе Татарстана и Новый Токталачук в Краснокамском районе Башкортостана. Согласно ревизии 1816 года, большинство населения Токталачукова тюбы составляли башкиры Гирейской волости. Выходцем из Актанышского Токталачука является видный деятель башкирского национального движения Ильдархан Мутин.
Мутины. Дворянский род. Происходили из башкир аула Такталачук. А родоначальник рода – старшина Гирейской волости Мута Янурусов, живший в первой половине XVIII века. Праздник родословный Шежере-Байрам сопровождался концертной программой, подготовленной Республиканским центром народного творчества, а также самодеятельными коллективами Краснокамского района. Бүгін енді көріп тұрасыңыз өзі кезде халық бик көп келген. Менә залда отырабыз, залда отыруға орын жоқ. Бұл енді көрсәтә безнең районда Шежере бәйрәменең инде роль уйнаганлыгын. Менә бүгін енді бірінші узган шәҗәрә белән әле бүген узган шәҗәрәләрне карап отырабыз да искиткеч матур уза. Үсеш бар. Һәрбер гаилә менә үзенең үзенчәлеклеген күрсәтергә тырыша, бик матур килеп тә чыга инде. Шуңа күрә бу бәйрәм бик кирәк бәйрәм, чөнки бу бәйрәм аркасында гаилә үзенең туганнарын таба, гаилә үзенең тамырын таба, изләп таба. Шуннан соң бу балаларны тәрбияләү, балалар гына түгел, ул безнең үзебезне дә зур гына яшьтәге кешеләрне дә тәрбияләй. По окончании праздника родословный Шежере-Байрам, проходившего в поселке Куяново, в селе Новый Актаныш-Баш Краснокамского района состоялся первый съезд рода Гирей и научно-практическая конференция. Бүген әле уйладым, без 14 ел шәҗәрә өстендә утырганбыз икән. Шәҗәрә өстендә эшләдек. Замандашларым белән тотындык, әле 2006 елдагы карар чыккан шук без шушы шәҗәрә белән кызыксынганбыз. Замандашларым белән юллыйбыз, карт әтәләребездән соң без беркемне дә белмидек. Тотындык, шуларны юлларга бик күп кешеләрне таптык. Хәтта Коръәндә булай диелә: туганнарны эзләү, кыз туганнарны эзләү бик саваплы эш ди. Мин моңа инандым. Иракларга, Свердловскийга үз нәселемне юллап бардым. Татарстанга чыктым. Bir сумка асып чыгам, минем юлларымның уңуы, капка төбемнән утырып, капка төбемә кайтып төшәм. Бик күп шәҗәрә, бик күп нәселемнең ниләрен, тамырларын белеп. Райса Каюмова всю жизнь преподавала в школе татарский язык и лишь в зрелом возрасте узнала, что является представительницей башкирского рода Гирей. 19 буынымны таптым. 19 буынны тапканнан соң инде безгә уй килде. Безнең ыру нинди ырусың? Каян килгән? Без менә Герей ыруы икәнлегебезне төшендек. Һәм аның турында без хәзер бик күп тәгълимат җыярга уйлыйбыз. Безгә инде тарихчылар, фәнни хезмәткәрләр булышсын ия. Без менә шу Актаныш башта шундый үзәк ачарга уйлыйбыз. Герей ыруын оештыручылар, Герей ыруы турындагы бүтән язмаларны, чыганакларны җыйнап, киләчәк буынга җиткерү безнең уй. В работе съезда гирейцев приняли участие их соплеменники из Казахстана. Предприниматель Курмангали Ашанов является представителем казахского рода Керейт и руководителем их объединения. Он считает, что родовое деление, сохранившееся у башкир, казахов, каракалпаков, нагайцев, является скорее достоинством, чем показателем отсталости, ибо знание своих корней говорит в пользу сложности общественного устройства. Я из рода Керейт. Поэтому у меня книга вышла, я по телевизору выступаю. Недавно вот это приглашение получил, оказывается, Керей, здесь Керей тоже живут. Каждый народ должен свой корень должен узнать. А без корня, я считаю, это, когда он стал вникать, это мне интересно стало. Как у меня хобби, я, значит, занимаюсь. И, с одной стороны, это моральная поддержка, материальная поддержка, это же... Ну, если человек свою историю не знает, я не знаю, это уже народ не считается. Например, в Казахстане татарское телевидение, вот, кабельное есть телевидение, мы татарское телевидение смотрим, у них хорошо рекламируют, а башкирцев мы не знаем. Поэтому, если наше желательное руководство, чтобы телевидение, чтобы везде там это включили, вот, хорошо было, больше ваши знали бы. А я только стал узнавать, я раньше не знал здесь. Кипчаки живут, я не знал. Я думал, башкиры. Оказывается, много с нашего рода, там, например, ханлы у нас в Казахстане, много ханлысы живут. Потом табыны много живут, например. Гереи много живут. Вот. Интересно живут это.
Съезд башкирского рода Гирей проходил в селе Новый Актаныш-Баш. Именно отсюда пошел процесс восстановления самосознания гирейцев. Біздің ата-бабаларының бірсі енді Құлмамат Калчурин деп орысша жазылған документтарда Құлмамат Құлсырауылы былайында. Челобитный yazған неге патшаға өзіне жер береге деп. 17 жылдан соң кері ответ келді. Құлмамат Калчурин Петр Первойдан полученный шушы тирада жерлерін алайынды. Челобитныйны яза ол ауылның есімі Хариса түгіл, Татариядан. Біздің бірік нәсіл, біздің айырылып кете, міне нешік айтак, Ауыл бабай Гареханнан ұнығынан бір ойды айырылып кете. Анда уже аның екінші шатқа кеткен балалар, алар Илишский районда, Татарияда, міне Актаныш райондарында ешейлер. Аларның шәжірәлері даже Қазанда тұра, Гарероның шәжірәсі деп, музейда тұруға тиіш, менің білуімше. История села Новый Актаныш-Баш связана со старым Актаныш-Башем на территории Актанышского района Татарстана. Жители обоих сел связаны между собой кровными узами. Тем не менее, ввиду стойких стереотипов, порожденных национально-государственным размежеванием, разделившим территорию Гирейской волости надвое, одна ее часть оказалась в составе Башкортостана, другая на территории Татарстана, ново-актаныш-башевцы причисляют себя к башкирам, старо-актаныш-башевцы к татарам. Хотя, как уже говорилось выше, сам факт принадлежности к роду Гирей не оставляет места для двояких толкований. Данные ревизских сказок 1816 года показывают, что в старом Актаныш-Баше, который тогда относился к Мензелинскому уезду Оренбургской губернии, проживало 222 башкира мужского пола и примерно столько же женщин. Всего около 500 душ. Әрбір бала өзінің әтәсі білен ғұрыланырға тиіш. Өзінің илі білен ғұрыланырға тиіш кіші. Өзінің ұруы білен. Бұл шынап нетке сөйлегенде, біз өзіміздің нәсілін іздей баштадық. Шәжәрә түзей баштадық. Шәжәрә ұлайғаннан ұлайға. Әкірінеп бұл біздің нәсілінің кегені түгіл, сол ұруға айленді. Логический завершение, шәжәрәнің ішлеуі логический завершение болды. Изначально, по всей видимости, предки актаныш-башцев проживали на территории современного Актанышского района Татарстана. Там же располагались земли 4-й Тюбы и Дель-Гирейской волости, Азякулевской. Но в 1685 году Кулмамет Кулчурин закрепил за собой земли и на правом берегу Агидели, то есть на территории Краснокамского района Башкортостана, согласно подвозной грамоте 7197 года, то есть 1689, данной служилому башкирцу старшине Кулмаметю Кулчурину с товарищи на пожалованную ему в Уфимском уезде поросшую землю, написанную в Горейской волости книги. У меня корни отсюда, значит, дед, прадеды, ну и так далее. Вот. Я считаю, что это мероприятие очень нужное, полезное. Вот. И устраивать, мне кажется, нужно их почаще. Вот. Это как-то цементирует, скрепляет нашу общность. А то, что из рода Гирей, это доказала, значит, инициативная группа, здесь в Актаныш-Баше есть, вот, которая, да, вот я был, в частности, у Бахтиевых. Вот, они нашли то, что действительно, да, мы род Гирей. В работе съезда принял участие Сабир Шарипов, редактор литературного журнала «Агидель», являющийся представителем рода Гирей-Кипчак, представители которого проживают на территории Ишимбайского и Белорецкого районов Башкортостана. Ишимбайдың бір көбірек ауылдарына бір ұнлап керек қыпсақ ұнытмаға біз. Мұна мен өзім Белорет районы 3-4 ауыл, һәм Бүрген районының бірisi ауыл. Уяты бар міне, бұна олатайлар мен әйте тұрған біз сыңғытқандың ярсығы деп, ярсығы шежерден ханап келелі. Шундай империя болған, шундай зор хан болған, идеология болған, ғаскәрі көп болған. Бұл мүмкін, ілгірек бәлкі күлкі ялғырар. Мен қайдырмайын аңлайым, бір де күлкі түгел. Лейтмотивом всех выступлений была мысль:
Кто не знает собственной истории, своего происхождения, у того нет будущего в плане продолжения многовековой цепочки поколений. Тарих Герейлиларны түрлі жерге ташлай бит. Герейлилер Краснокамада, біздің Башқұртстанның, Илеш, Тәтішлі, Янауыл яқларында, Татарстанның Ақтаныш районында бар. Әміне Ишімбай, Біржен, Әбжәлил, Баймақ яқларында да бар. Көрәбіз? Әйе, сіз өзіңіз әйттіңіз енді. Шулай, менә шунда да баралар. Революцияға қадар болар, Герейлер, Кери Қыпшақ волысты болып тұрғанмыр. Көрәбіз, біз бір-бірімізден ирақбыз. Әммә біз туғаннар. Сіз құрықмағыз. Сіз туған деген сөзіні біз хоп көріп кіна отырдық. В конце работы съезда гости из Казахстана собственноручно облачили в национальный костюм аксакала башкирских гирейцев Индуса Бахтиева в знак родственности всех представителей рода гирей, входящего ныне в состав башкир, казахов, нагайцев и крымских татар. Да, я из рода гирей. Когда я родился, рос в деревне, еще в деревне жил. Очень много интересных моментов выходило, и я не находил ответа на них. А сейчас, изучая историю народа, историю своего рода, мне становится комфортнее, легче, как-то душевная радость, душа радуется тому, что я узнаю все больше и больше о своем роде, о своем народе. Потому что раньше этого не было. Нас считали башкиры, потом почему-то нас начали писать татарами. Вообще непонятно. А язык, род свой, история своего народа – это история страны. Не зная историю народа, мы не будем знать историю страны. Я всю жизнь считал себя башкиром, но какого рода я не знал. Я в молодости даже не знал, сколько племен разных, сколько из каких народов башкиры состоят, из каких родов. Вот. А сейчас я уже знаю конкретно, и мне это очень интересно. Башкиры рода гирей ныне проживают в аулах Старый и Новый Янзигит, Старый и Новый Буртюк, Старый и Новонагаево, Старый и Новый Кайнлык, Янгузнарат, Новокабаново, Новохазина, Старо и Новоуразаево, Кузгово, Токталачук, Старый и Новый Ашит, Бачкитау, Куяново, Новый Актанышбаш, Мрясово, Новобалтачево, Барьязибаш, Шарипово, Янаул Краснокамского района. Башкиры-гирейцы также проживают в селениях Старомедведево, Телекеево и Биктово Илишевского района Республики Башкортостан, а также в селах Кызыл-Яр, Ямады, Старый и Новый Алдар, Месигутово, Салихово, Югамаш, Тау, Верхний и Нижний Чад, Сибады, Сандугач, Зирка, Кушемян, Юсуково, Асавдыбаш, Сабанчи, Урал, Чулпан и других селах Янаульского района. Кроме того, башкиры-гирейцы населяют такие населенные пункты Татышлинского района Республики Башкортостан, как Шулганово, Чешмы, Кашкаково, Ачу-Елга, Староакбулатово, Юрмиязбаш, Бизь, Асавды, Зелектау, Бургенбаш, Сараштыбаш, Юсупово и другие. В Ишимбайском районе гирейцы населяют селения Кулгунина, Старый Новосаитово, Кабясово, Калуайры, Елтаран. В Актанышском районе Татарстана потомки башкир-гирейцев проживают в селах Актаныш, Старый Актанышбаш, Старо и Новотлякеево, Мрясево, Азекуль, Таймурзина, Барсукова, Ямалы, Куяново, Шарипово, Зияшево, Старо и Новобалтачево, Уразаево, Ирмяшево, Ильчебаево, Верхний и Нижний Гореево, Токталачук.
Все исторические материалы, сочинения средневековых авторов, шежре, фольклор, а также архивные документы говорят о том, что род Гирей, населяющий ряд районов северо-запада Башкортостана и северо-востока Татарстана, имеет башкирское происхождение. Отрицать это значит отрицать историю как таковую и жить в эфемерном мире привычных иллюзий. Прошедший съезд башкирского рода Гирей продемонстрировал стремление гирейцев вернуться в историческое пространство, восстановить утраченную было связь со своими предками, со своим родом. Слово «народ» происходит от слова «род», значит, без рода нет и народа.